Мы телеканала «Якутия-24». Это «Утро Якутии». Пятница наступила, конец рабочей недели и последний шанс успеть сделать все, что вы запланировали себе на эту неделю. Поэтому время попусту не теряйте, заряжайтесь вместе с нами энергией, чтобы ее хватило на все ваши планы сегодняшнего дня. Ну и мы, конечно же, будем всячески способствовать получению этой энергии. Интересные гости у нас в студии будут, интересные какие-то сюжеты мы покажем и в том числе приготовим очень вкусное блюдо. Все это в ближайшие почти что 50 с небольшим минут, поэтому будьте с нами. И не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного выходит. Помимо того, что вы видите в нашем эфире, можете наблюдать за нами и быть с нами именно там. Ссылку, QR-код вы видите на своем экране, можете отсканировать ее и прямиком на наш канал попасть и нажать подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Ну, а мы переходим, наверное, к главнейшему вопросу каждого начала дня. Это что же там за окном происходит? Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 11 до плюс 19, в заречной группе 11-20 градусов со знаком плюс. В южных от 9 до 16 градусов тепла, в Вилюйской группе плюс 11, плюс 20. В нижнеленских районах плюс 12, плюс 19, в западных от плюс 11 до плюс 20, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 5 до плюс 14, в Янских 8-15 со знаком плюс, на северо-западе 9 градусов, от 9 до 20 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 8 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается ясная погода, ветер северный 4 метра в секунду, температура воздуха днем ожидается на отметке от плюс 10 до плюс 18 градусов. Что ж, осень как будто бы приближается, но не будем терять надежду, что какие-то теплые дни мы еще успеем ухватить. Ну а прямо сейчас узнаем о том, что произошло в республике за ее пределами за минувшие сутки. Об этом нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Дополнительные меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность стали основной повесткой координационного совещания по обеспечению правопорядка. Глава Якутии призвал участников совещания усилить профилактические мероприятия, акцентировав внимание на консолидацию всех ответственных структур. Согласно данным, наиболее негативная динамика отмечена по групповым преступлениям, среди которых кражи, угоны, грабежи, вымогательства, а также правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и использованием инфокоммуникационных технологий. Минэкономразвития намерено узаконить присутствие роботов-доставщиков на дорогах. У каждого робота будет идентификационный номер, видеорегистратор, ограничитель скорости, светоотражающие элементы и автоматизированная система управления. Предположительно, робот-курьер будет ездить по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам и внутри зданий. Также доставщик сможет выезжать на обочину или перемещаться по правому краю проезжей части. Их максимальная скорость на дорогах составит 25 км в час, на тротуарах 10 км в час. При пересечении проезжей части 6 км в час. Кроме того, каждый такой доставщик будет застрахован на 500 тысяч рублей на случай ДТП. В Госдуму внесли законопроект о досрочном переходе на электронные медкнижки. В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что введение системы электронных медкнижек является частью масштабной цифровизации системы здравоохранения, которая началась еще в 2017 году. Нововведение коснется врачей, учителей, работников общепита и других профессий, требующих регулярных осмотров. В нем указано, что электронные медкнижки будут доступны уже с 1 апреля будущего года. Полностью отказаться от бумажных планируется с 1 сентября этого года. Однако они будут действительны до истечения срока действия или заполнения всех страниц. Еженедельно по всей Якутии проходит экологическая акция «Зеленый четверг». Сотрудники Комитета государственного экологического надзора, лесничества и неравнодушные граждане освободили от мусора набережную Романа Дмитриева в Якутске. Так были очищены сам пляж и зеленая зона на его территории. «Зеленый четверг» стартовал в этом году. За весенний и летний сезон очищены общественные пространства в 25 районах республики. Помимо уборки проводятся экологические уроки, образовательные мероприятия для всех возрастных групп, а также озеленение, забота о лесных животных, зарыбление и флешмобы.
Мы пытаемся грамотность нашего населения все-таки поднять. Не все же хотят жить в помойке. Все хотят в красивом, чистом городе. Чистый четверг, он как бы подразумевает под собой именно очищение нашей природы, так же, как граждане наши моются, проводят, чтобы быть чистыми, да, смывают с себя грязь, негатив какой-то. Мы также хотим, чтобы наша природа оставалась чистой для наших поколений. Верхневилюйская школа номер 2 ежегодно радует своим богатым огородом и прекрасным садом. Каждому классу агрошколы отведено свое место на территории, и дети с родителями все лето ухаживают за огородом. Кроме простых овощей, как огурцы и помидоры, здесь посадили несколько видов арбузов, тыквы, патиссоны и санбери. Все это не только для школьной столовой, но и на продажу. Например, за лето одних только огурцов продали 156 килограмм. Осенью на ярмарке ежегодно продаются разные заготовки. Также все свои полученные знания ученики используют в написании проектов для научно-практических конференций и конкурсов. 22 августа собираемся в город. Там будет выставка агрошкол. И будем участвовать в этом конкурсе. И намечается ярмарка в городе Москве. И хотим тоже там поехать, участвовать в этом конкурсе. И в прошлом году вторая школа заняла в всероссийском конкурсе агрошкол первое место. Всего 15-20 минут утренних упражнений способны зарядить вас энергией на весь день. Пока организм сам просыпается, а на это у него уходит до 1,5 часов после пробуждения, зарядка помогает ему активизировать все системы и почувствовать прилив бодрости. А еще утренняя гимнастика – это настоящий помощник для вашего здоровья. Улучшает кровообращение, активизирует обмен веществ и укрепляет иммунную систему. Более того, регулярные занятия помогают сбросить 2-3 килограмма за месяц. И сегодня наш спортивный инструктор вновь подготовил для вас комплекс упражнений, который не только поможет проснуться, но и зарядит позитивом. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики! Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. 1, 2, 3. В другую сторону. 1, 2, 3. Кисти на плечи и круговые в плечевом. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. И 1, 2, 3. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад и 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подключаем ножки, выполняем захлест и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер. Еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте. Поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер. Отлично. Подключаем приседания. Ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. 1, 2, 3, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. 1, 2, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад.
Присели. На выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4. И 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. 1, 2. К левой ножке. 1, 2, 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. 1, 2, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня! Зарядка – это не только здоровье и бодрость, она разогревает мышцы, подготавливает суставы и просто настраивает тело и мозг на активный день. Это как базовая настройка перед большими делами, и именно так к ней относится героиня следующего нашего сюжета. Наталья Махарова знает толк в том, как сохранять бодрость и отличную форму, несмотря на цифры в паспорте, и с удовольствием делится своими проверенными секретами, как найти время на себя, откуда черпать энергию для всех планов и что на самом деле помогает чувствовать себя моложе и активнее в любом возрасте. Современные женщины в возрасте совсем не похожи на тех бабушек, которых мы себе представляем. Они уже не сидят дома и не вяжут носки внукам. Сейчас они активны, занимаются спортом, путешествуют, работают, а также следят за собой и выглядят стильно. Возраст, паспортный возраст совершенно не имеет значения. Это внутреннее состояние человека. И есть понятие биологического возраста. Когда человек себя чувствует, ну, допустим, на 50 лет, на 45 лет, вот, тогда у него появляются силы, и сила духа появляется. Поэтому, конечно, нужно быть здоровым, это прежде всего. После 60 жизнь только начинается, и в этом Наталья Махарова абсолютно убеждена. Каждое ее утро начинается не с кофе, а с фитнес-зала. Наталья обожает спорт, всегда подтянута и энергична. Но дело здесь не только в красоте. Спорт для нее – это прежде всего про здоровье. Мне кажется, женщина до старости лет, она должна хотеть быть красивой, быть здоровой. Но это зависит от внутреннего состояния человека. Только здоровый человек может быть относительно красивым и здоровым, особенно в возрасте. Молодые все красивые, а с возрастом на красоту влияет здоровье. После тренировки у Натальи по расписанию обязательно макияж, ведь следить за собой очень важно в любом возрасте. Уход за собой – это же тоже работа. В принципе, я собой всегда занималась с молодости. У меня всегда были ногти, у меня всегда были губы. Даже если в самые сложные годы, когда было время тяжелое, у меня всегда были губы подкрашены, всегда были ногти. А последнее время, конечно, с возрастом еще больше приходится тратить силы и время, и деньги, чтобы сохранить свою внешность, да, потому что это ежедневный уход, это волосы, это тело. И макияж, конечно, я постоянно занимаюсь собой, поэтому. И я пользуюсь всеми технологиями современной косметологии, стараюсь, по крайней мере. Тренировки и макияж – это прекрасно, но все-таки по-настоящему счастливым человек становится тогда, когда занимается любимым делом. По специальности Наталья – врач-кардиолог. Врачом женщина мечтала стать с самого детства, и свою миссию в этой жизни видит именно в помощи людям. То, что сейчас вот я делаю, да, как врач-кардиолог, и подход тот, который сейчас я работаю, как с профилактической целью. И моя миссия сделать счастливых женщин, помочь быть здоровыми, мне это очень нравится. И я на самом деле кайфую от работы. Но то, что вдохновляет героиню больше всего, это семья и ее волшебный сад, которому она уделяет все свое свободное время. Красота и молодость – это прежде всего внутреннее состояние человека. И когда он занимается любимым делом, он становится действительно счастливым и сияет изнутри. Мне кажется, и вообще я считаю, да, что
менять жизнь никогда не поздно. На любом этапе жизни можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Просто нужно захотеть, самое главное. И второе – это действовать. Только тогда возможно, и невозможное возможно. Возраст – это всего лишь цифра. Она не определяет ни ум человека, ни его взгляды на жизнь. И в любом возрасте можно жить активно, интересно и ярко. Ведь все зависит не от внешних обстоятельств, а от самого человека. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Вот на примере нашей героини вдохновляет, когда люди выбирают себе профессию, которую верны до конца своей трудовой деятельности. Но в целом выбор профессии, конечно же, вопрос сложный, потому что, выбирая будущую профессию, абитуриентам приходится учитывать не только престиж профессии сегодня, но и ее востребованность завтра. Пока одни специальности выдавливают с рынка автоматизация и искусственный интеллект, на стыке технологий, инженерии и анализа данных рождаются новые профессии. О том, как выбрать профессию, которая будет востребована еще долгие годы, поговорим с директором Якутского колледжа цифровых профессий «Синергия» Семеном Семеновым и директором регионального представительства университета «Синергия» Ильей Листиковым. Доброе утро. Доброе утро. Вот, Семен Николаевич, первый вопрос к вам. Да, какие основные тенденции в развитии рынка труда вообще сегодня формируются, формируют профессии будущего, и как колледж сегодня адаптирует свои программы под эти обстоятельства? Да, всем доброе утро. На сегодняшний день у нас цифровизация идет семимильными шагами, да, то есть все, что связано с IT, с высокими технологиями, также восполняемая энергия, это все профессии будущего. И наш колледж разрабатывает программы, которые направлены на подготовку специалистов IT. И эти программы у нас разрабатываются в тесной связи с работодателями, то есть с реальной экономикой, реальным сектором. В этом году мы залицензировали новые 2 специальности, программы, которые разработаны совместно с Фондом развития инноваций, Технопарком Якутии, IT-парк Якутск подключался. Это разработчики игр виртуальной и дополненной реальности, а также искусственный интеллект, интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, мы готовим программистов, веб-разработчиков, и есть блок креативного направления, это специалисты по анимационному кино и графические дизайнеры. На самом деле даже как-то необычно слышать, что можно прийти в учебное заведение и отучиться на разработчика игр. То есть если мы с программистами уже в принципе живем давно, да, а вот именно что отучиться на разработчика игр немножко так по-будущенски звучит, я бы сказал. Но вообще какие специальности, на ваш взгляд, наиболее перспективные и почему именно они на сегодняшний день? На сегодняшний день IT, цифровизация у нас пронизывает все сферы жизни, она включается и в такие направления, как и медицина, да, ЖКХ. Поэтому все, что связано с IT-специальностями, это программисты, веб-разработчики, специалисты по искусственному интеллекту, кибербезопасность, работа с большими данными, аналитики данных. Это вот то, что будет очень востребовано в современном мире. Ну, а в целом, подскажите, что, как колледж помогает сегодня студентам выбрать профессию и соответствующих их интересам, самое главное, и одновременно при этом востребован на рынке, потому что, мы понимаем, что интересы могут быть одни у человека, реалии могут быть другие, и как найти этот консенсус? Здесь я дополню, Семен Николаевич, здесь у нас колледж реализует несколько форматов обучения, да, есть очная форма обучения по 7 специальностям, и также у нас на базе 11 класса есть очно-заочный формат с применением СДО, это система дистанционного обучения, это абитуриенты, выпускники школ могут получить доступ к ЛМС-сервису, если грубо сказать, это сервис, помогающий студенту получить доступ к обучающему контенту, да, который следит за его академической успеваемостью, поэтапный доступ к модулям учебного процесса, и, соответственно, достаточно иметь, скажем так, доступ в интернет, планшет, либо компьютер, и, соответственно, получить ту специальность, которая сейчас востребована. У нас на базе очно-заочной формы обучения есть 3 специальности. Это информационные системы и программирование, веб-разработка и реклама. Это актуально для тех, скажем так, выпускников, которые находятся в отдаленных районах, да, но и для тех, кто совмещает сейчас обучение и трудовую свою деятельность. Сейчас у нас поколение молодежи такое очень прогрессивное, не такое стандартное, как наше поколение, да, которые привыкли, что
со школы нам нужно поступить, получить высшее образование. Здесь сейчас молодежь смотрит параллельно, то есть строит карьеру и хотят получить востребованную профессию именно в рамках обучения. Ну, я еще дополню, для того, чтобы школьники определили свою будущую профессию, мы организуем традиционные профориентационные мероприятия, дни открытых дверей, там, на выезды в школу. Но, кроме того, у нас есть форматы мастер-классов, где школьник может подойти и попробовать всю линейку наших профессий, которые мы предлагаем. Мы участвуем во всех фестивалях, проводим профориентационные мероприятия, квизы. И в этом году весной мы провели интеллектуальный турнир «Ворошиловский стрелок», где приняли участие 80% школ города Якутска. И вот они там тоже проходили свой блок профориентации. Вот говоря про мастер-классы, такой уточняющий вопрос, то есть это как-то тоже событийно проходит или, грубо говоря, может, там, допустим, организована какая-то школа записаться к вам? Мы в прошлом учебном году определили 2 дня, вторник, четверг, после обеда, где любой желающий может подойти, предварительно позвонить, подав заявку, может пройти любой мастер-класс. То есть даже не организованной группой, можно индивидуально прийти? Да, заранее позвонить, хотя бы за день могут с нами связаться, сказать, что вот такой мастер-класс мы хотим, и мы организуем. Я это здесь немножко дополню, да, то есть формат как и очный есть, так и заочный, то есть в формате ВКС, то есть для школ, которые хотят посетить наш университет через экран, допустим, мы также проводим для школ, которых районов, также проводим мастер-классы и дни открытых дверей при помощи виртуальной экскурсии. То есть, в принципе, на всех этапах взаимодействия с людьми у нас есть вариант дистанционного... Мы же цифровой. Логично. Было бы странно, если бы такого не было. А вообще, какие советы можете дать молодым людям при выборе специальности сегодня, чтобы они были, наверное, готовы к вызовам будущего или что-то вот в этом роде? Я бы дал совет им выбирать профессию, основываясь на свои способности, на свои склонности, не бояться сложностей, экспериментировать и пробовать новое. Интересный. А все-таки, опять, тут, наверное, от меня личный вопрос такой, а все-таки превалировать что должно быть? Вот перспектива профессии или какая-то личная, наверное, симпатия к этой профессии? Я думаю, и то, и другое должно быть. Для того, чтобы добиться успеха, надо, чтобы то, что чем ты занимаешься, тебе нравилось. Хороший ответ. И столько мы всего рассказываем. Мы про мастер-класс рассказали. А как поступить-то? Расскажите, куда оставлять заявки, куда писать письма? Здесь все просто. То есть стандартно, это, конечно, можно обратиться очно к нам. Мы находимся по адресу Бестужева-Марлинского, 5. На 3-м этаже 304 кабинет, приемная комиссия. Можно очно обратиться. Можно обратиться через 2GIS, да, мы находимся там на горячую линию, оставить заявку на сайте колледжа, либо оставить заявку на госуслугах. Любой формат мы рассматриваем, и, соответственно, у нас приемная комиссия до конца августа. Да? У нас официальный прием, сегодня последний день приема. В этом году, надо сказать, что мы получили бюджетные места по анимации на базе 9 класса, набор на них закончился, но мы будем продолжать набор на платный прием. Так что, если есть желающие поступить и получить IT-профессию, профессию в сфере креативных индустрий, то да, мы вас ждем. Здорово. Семен, Илья, спасибо большое за эту беседу. Вам отличного дня и дальнейших успехов в вашей важной работе. Самое главное. Спасибо. А мы продолжаем. Что было бы, если вместо привычного «алло» мы отвечали бы на телефонные звонки другими фразами? Честно говоря, другие фразы и так активно используются людьми, но именно «алло» как будто бы применительно только для телефонных разговоров. И именно сегодня, 15 августа, мы отмечаем необычный, но очень важный праздник — день рождения телефонного приветствия «алло». Кстати, вообще это слово появилось в нашем языке, не поверите, его придумал сам Томас Эдисон, тот самый изобретатель, который подарил миру лампу накаливания. Он предложил использовать «hello» в телефонных разговорах, а в России оно трансформировалось и русифицировалось в удобное для нас «алло». А теперь давайте узнаем, какие еще интересные даты и праздники ждут нас сегодня. На календаре 15 августа. День археолога. День Республики Тыва. По народному календарю Степан Сеновал. На Руси святого Степана прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчивались сенокосные работы. Последний их этап – покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу, когда в доме кто-либо заболевал.
Хозяйка открывала от венка пучок могучих трав и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Этот день в истории. 1723 состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. 1810 закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. 1877 изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello» – «алло». 1950 в Москве состоялся перенос памятника Пушкину с Тверского бульвара на Страстную площадь. В этот день родились 1769 Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции с 1804 по 1815 годы. 1771 год родился Вальтер Скотт, английский поэт, прозаик и историк. 1863 Алексей Крылов, русский и советский кораблестроитель, механик, математик, академик. 1892 Луи де Бройль, французский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат. 1924 Сурен Каспарян, советский офицер, герой Советского Союза. 1954 Егор Борисов, государственный и политический деятель, бывший президент Республики Саха-Якутия, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, доктор экономических наук. Именины сегодня отмечают Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан и Тарас. Праздники объединяют людей по всей стране, ну или по всему миру, если речь идет о международных. Они напоминают нам о том, что, несмотря на расстояние и различия, мы все похожи в главном – в желании радоваться жизни и делиться радостью с другими. Таким же свойством, кстати, объединять обладает и вкусная еда. Она может объединить семью за столом или большое количество людей на каком-нибудь гастрономическом мероприятии. Или вас, дорогие телезрители, за просмотром очередного рецепта из нашей рубрики «Блюдо дня». И сегодня это изысканная паста с морепродуктами. Не просто еда, это настоящее произведение кулинарного искусства, богатое всякими полезными штуками. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром ресторана «Сцена». Сегодня готовить будем с вами пасту с морепродуктами в соусе том-ям. В первую очередь мы возьмем наши креветочки, аккуратно вынимая панцирь, не повредив креветку саму. Далее нам нужно, помимо панциря, удалить кишечник, который находится в районе позвоночника нашей креветки, вот тут примерно. Мидии берем мы в сковорках, и здесь удаляем небольшой такой вот хвостик, потому что хвостик, он дает неприятный аромат и невкусно, в общем. Все, мидии мы перебрали, предварительно помыв их. Порежем 10 грамм лука на небольшие кубики, потому что лук всему голова. Немножко подождем, чтобы наша сковородочка подогрелась, масло раскалилось. А в это время у нас вода закипает, добавляем наши спагетти. Первым делом мы закидываем наш лук. Ни в коем случае не добавляйте чеснок, потому что морепродукты и чеснок, они никак не соприкасаются, не будет невкусно. Самое главное, дорогие друзья, наши морепродукты не пережарить буквально 2-3 минуты, потому что если мы пережарим креветки, креветки будут очень твердые, невкусные, и кажется будет, что во рту не креветки, а резина. Когда мы сделали небольшой надрез креветочки, и креветочки у нас визуально получились такие крупные, мясистые, прям обожаю. Все, креветочки наши почти готовы. В этот момент мы добавляем нашу пасту том-ям. Паста том-ям продается в любом магазине. Сейчас это уже нетрудно найти. Такое небольшое количество. Ни в коем случае не добавляйте, друзья, томатную пасту.
там, или свежие помидоры. Вот сразу такой азиатский аромат, прям очень вкусно. Настал момент, когда наша водичка это понадобилась, немножко берем отсюда бульончика, уменьшаем наш огонь, добавляем прям с кастрюли сюда наши морепродукты, добавляем наши сливки, примерно 15 грамм, перемешиваем аккуратненько. И добавляем наше кокосовое молоко. Кокосовое молоко также можно найти в любом магазине. Сейчас это все доступно, нетрудно. Вот прямо сейчас аромат такой пошел. Настоящая Азия. Аккуратненько сервируем нашу пасту такими небольшими горками. Выкладываем нашу пасту. Аккуратно по краям морепродукты. Натереть сверху сыр. И украсить нашей микрозеленью. Итак, дорогие друзья, наша паста готова. Паста в соусе том-ям с морепродуктами. Мы украсили небольшим декором микрозеленью. Вы дома можете любой зеленью украсить. Приятного аппетита! Насытились едой, теперь самое время насытиться впечатлениями. Приморский край – это не просто маяк на карте России, но это и сокровищница талантов, где мастера создают настоящую сказку из самых обычных материалов. Об одном из них расскажем прямо сейчас. В одном из гаражей поселка Артем-Грэс среди дров и старой утвари стоит отважный рыцарь древних времен – конкистадор. На мощных доспехах не пылинки, в суровом взгляде вечная готовность к бою. Автор величественной фигуры Сергей Холомейдик. 8 месяцев понадобилось мастеру, чтобы из куска грубой древесины сотворить воина. Пришлось изучить исторические книги. Автору было важно, чтобы каждая деталь соответствовала подлинному образу. А это железо. И это исполнено в 1500 году. Как оно делалось? Двигалось. Я путался. Приходилось, сын мне находил видеофильмы. У нас есть где именно разборы вот этих рыцарей, доспехов. Художественной резьбой по дереву Сергей Холомейдик увлекся еще в раннем детстве. Да и как не увлечься, в Дальнереченске в те годы почти в каждом доме стояла деревянная мебель, вытесанная самими жителями. Но больше всего вдохновляли работы деда-фронтовика. Дед, седые усы, желтые, прокуренные. Он что-то на токарном станке ногой крутил, там что-то точил. Вот я делал. Я стоял, смотрел, он меня позвал, я присел и вот наблюдал за ним. Я заходил в дом, смотрел мебель, которую я восторгался, думаю, как это делается. После окончания декоративно-прикладного училища Сергей Холомейдик быстро овладел профессией резчика. И началось. Лихие капитаны, арбалетчики, гладиаторы. Образ воина всегда привлекал мастера, ведь сам когда-то мечтал стать военным. Этот персонаж, его зовут Семен. Это солдатик 812 года. В детстве я очень любил вырезать его из дерева. И годам к 9-13 я попросил отца сделать себе фигурку такую на день рождения. Да, и он мне подарил Семена. Каждая работа – кропотливый труд, не только физический, ведь сначала нужно определиться с персонажем, продумать образ, детали костюма. Все это рождается в голове, затем рисунок переносится на ватман. Рядом с конкистадором коренастый, но суровый викинг. Работа сложная, рассказывает мастер. Множество деталей, и все вырезается вручную. Неудивительно, что самыми большими поклонниками творчества являются дети. Мальчишек приводят в восторг пиратские сабли и пушки, которые смело можно брать в руки. Ведь практически все фигуры интерактивные. Пусть они уйдут от той виртуального мира, который они смотрят. Но когда я им начинаю рассказывать, они успокаиваются. У детей глаза горят, рты открываются. Пираты занимают в коллекции мастера особое место. У каждого разбойника своя захватывающая история.
Здесь наше все. Это капитан Джоэль Сильвер со своим попугаем по имени Белл. На самом деле он гавайская курица. Ну, давайте не будем об этом говорить. У капитана есть его сабля. Кстати, сабля помнит много сражений, где молодому и дерзкому разбойнику почти в упор пушечное ядро отняло ногу. Но он не унывает. Практически все фигуры выполняются из сосны. Вес каждой порядка 80-90 килограммов. Максимально мы стараемся делать их более такие комичными, чтобы не было зла. Вот. Они на самом деле очень добрые. На сегодняшний день некоторые работы мастера стоят в музеях Артема и Владивостока, но большинство персонажей так и не нашли себе места и все еще ютятся в тесной мастерской. Мечта. Я хочу собрать все свои работы. Вот. И чтобы они стояли в моем любимом Владивостоке, хоть я родился в Дальнереченске. Пусть люди ходят, пусть смотрят. Я думаю, что я доброе дело хочу. Пусть родители возьмут за руку ребенка, приведут, может быть, мои дети, может, будут внуки или что, который придет и расскажет ему, кто он, что он, как он жил, для чего он жил. Являясь знатоком культуры индейцев Северной Америки, Сергей Холомейтик создал воина по прозвищу «Орлиный глаз». Это одна из самых сложных работ, но все же больше душа мастера лежит к русским рыцарям. Есть даже смелая мечта – воссоздать фигуры российских воинов разных эпох – Древней Руси, времен Суворова, Кутузова и, наконец, периода Великой Отечественной войны. Идеи есть, признается Сергей Холомейтик, осталось найти средства. А прямо сейчас мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Минэкономразвития доложила о замедлении годовой инфляции до 8,55%. Неделю назад показатель был на уровне 8,8%. В отчете Росстата говорится, что потребительские цены снижаются 4-ю неделю подряд. За минувшие 7 дней заметнее всего подешевели плодово-овощная продукция, особенно картофель, свекла и капуста. При этом резко подорожали огурцы, мясо, детское питание и макароны. Среди непродовольственных товаров выросли в цене бензин, телевизоры и смартфоны, а подешевели туалетная бумага и обувь. В июле Центробанк снизил прогноз инфляции на этот год до 7% и ожидает, что она вернется к цели в 4% в следующем году. Аналитики изучили пользователей маркетплейсов. По данным МТС, только 10% граждан не пользуются такими платформами. И главные посетители поколения Альфа, которые родились после 2010 года. Они совершают на маркетплейсах 70% покупок. Зумеры делают каждую вторую покупку, а миллениалы – каждую третью. При этом старшие поколения россиян тратят больше. Иксы и бумеры – около 2000 за покупку. Отмечается, что средний чек у мужчин на 20% выше, чем у женщин. При этом россиянки чаще всего шопятся на Wildberries, а мужчины на Яндекс.Маркете. В Амгинской центральной больнице увековечили память заслуженного врача РФ Евстафия Аргунова. В течение 23 лет Евстафий Пантелеймонович проработал главным врачом районной больницы, отдавая все свои знания, силу и энергию в развитии здравоохранения района. За эти годы была проведена огромная работа по укреплению материально-технической базы, открыты новые лечебно-профилактические учреждения, увеличилась коечная мощность больниц. Разработаны и внедрены комплексная программа здоровья, охрана материнства и детства, профилактика туберкулеза, инфекции. Главным достижением стало строительство и ввод в эксплуатацию больничного комплекса. Врача с большой буквы по сей день с теплотой и глубочайшим уважением вспоминают все, кто имел счастье знать его при жизни. Сейчас, будучи сама главным врачом, прекрасно понимаю, какая это ответственность. И мы вспоминаем своего отца как очень ответственного человека, пунктуального, требовательного, но в то же время понимающего, доброго. И очень часто он использовал какие-то креативные мысли и был очень эрудированным, всегда изучал вопрос сначала досконально и потом принимал решения, при этом был довольно решительным.
Еще 11 земских учителей приступят к работе в школах Якутии в новом учебном году. Министерство образования и науки региона завершает подготовку документов для перечисления единовременных компенсационных выплат в размере 2 миллионов рублей. Напомню, программа направлена на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельские школы, рабочие поселки и малые города. В настоящее время по программе в 34 районах республики трудятся 79 учителей, 15 из них в возрасте до 35 лет, 46 специалистов из других регионов страны. В этом году было подано 120 заявлений. В конкурсном отборе приняли всего 62 учителя из разных субъектов Российской Федерации. Из 11 учителей это 5 победителей, это 5 учителей из Республики Саха-Якутия и разные представители других субъектов России: Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Республика Тыва, Бурятия и другие субъекты. По заявкам муниципалитетов Министерство образования ежегодно в декабре утверждает перечень вакантных должностей по установленной квоте из Российской Федерации. И в этом году из 11 учителей победителей это 3 учителя русского языка и литературы, 3 учителя это математики, дальше физика, информатика, начальные классы. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программу «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну, на улице уже заметно похолодало, а значит, сентябрь уже не за горами. А именно в сентябре в Якутии вступают в силу новые меры социальной поддержки беременных женщин, в рамках которых предусмотрено значительное повышение выплат по беременности и родам для студенток. Эти изменения направлены на улучшение условий для будущих матерей, помощь им в совмещении учебы и материнства, а также поддержку семейных ценностей. Ну а более подробно на эту тему мы побеседуем с Эльзой Посельской, начальником отдела организации установления выплат семьям с детьми отделения Социального фонда России по Якутии. Эльза, доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, перейдем вот к делу заявленному. Какие меры социальной поддержки вообще в принципе имеют право получать беременные женщины? По линии отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия беременные мамочки могут подать заявление первое на единое пособие при условии, если мамочка встала на учет в ранние сроки беременности до 12 недель, но не ранее 6 недель. Имеет право получить пособие по беременности и родам в связи с ликвидацией организации. Но если ребенок родился, то могут подать заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое точно так же, как и единое пособие, рассматривается с учетом оценки нуждаемости семьи. Вот вы затронули вопросы помощи, получается, поддержка в случае ликвидации организации. Это вот что за случай, как вообще, какие условия предоставлены? Объясняю. В основном к нам обращаются заявители при простом увольнении. Такие заявления у нас не рассматриваются. Я объясняю, что такое ликвидация организации. Да? Это официальное прекращение деятельности организации или компании. Это закрытие счетов, это увольнение всех работников, это исключение из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Да? Если наша мамочка уволилась по такой причине, то она имеет право получить пособие по беременности и родам, а также если ребенок уже родился на этот момент, то имеет право получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ну вот анонсировал я в начале нашей беседы, что в сентябре вступают в силу некоторые изменения, касающиеся в том числе... Я еще хотела дополнить, вот данное пособие имеет право беременная женщина. И женщины, которые удочерили или усыновили ребенка до 3 месяцев, и уволенные в связи с ликвидацией, опять-таки хочу заострить, вот в связи с прекращением деятельности, да, чья деятельность стоит на регистрации, на государственной регистрации и лицензированию. Да.
Также пособие могут оформить жители, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. При этом важно учесть, мамочка после увольнения в течение года должна обратиться в Центр занятости. А Центр занятости должны официально признать ее безработной. То есть заявление подается не позднее 12 месяцев со дня признания гражданина безработной. Надо запомнить, это важный момент, насколько я понимаю. Ну вот, опять же, вернемся к тому, что какие изменения сейчас в предоставлении пособия по беременности и родам. Так, с 1 сентября этого года пособие по беременности и родам беременные студентки могут обратиться также к нам. При одном условии, если беременная студентка должна обучаться в очной форме. Да? Пособие выплачивается к периоду отпуска по беременности и родам. Также устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума на трудоспособного населения. А какие документы необходимо предоставить студентке, чтобы подать это заявление? Они могут предоставить к нам в клиентскую службу справку, подтверждающую о том, что справку с медицинской организации, да, о том, что действительно стоит на учете по беременности, да, подтверждающую справку о том, что она действительно обучается очно, с условием, так сказать, обязательно должно быть запись о том, что не получает пособие в данной организации. Так, а какой срок рассмотрения, наверное, такого заявления? Ну, все виды пособий у нас принимается решение в 10 календарных рабочих дней. Но бывает, могут и продлить пособие до 20 календарных дней. И если, допустим, мы не получили какие-то сведения с межведомственного взаимодействия, да, либо отделение имеет право запросить какие-то недостающие документы у заявителя. Ну и завершая, наверное, нашу беседу, где подробную информацию можно найти? То есть это только официальный сайт Социального фонда России или есть еще некие источники, где можно зайти, вот, в том числе то, о чем сегодня мы говорили, прочитать для нашим зрителям? Так, у нас также есть единовременное пособие жене военнослужащего, да, которое имеет право получить жена военнослужащего, проходящая военную службу по призыву. Срок беременности, который на момент подачи заявления должна иметь не менее 180 календарных дней. Также, если ребенок родился, она имеет право подать заявление на получение ежемесячного пособия ребенка военнослужащего по призыву. Пособие полагается матери ребенка и опекуну ребенка. Эльза, спасибо большое за эту беседу. Очень важная и полезная информация, тем более в преддверии изменений. Да, вот они в сентябре наступят. Ну и опять же, очень важный момент поддерживать наших мамочек, которые, собственно, становятся мамами. Это самое, наверное, важное в этой жизни. Мы с вами, дорогие зрители, тоже прощаемся на этом. Желаем хорошего дня, отличных выходных. И давайте послушаем музыку. Thank you.